Да, и масал далее. Имена не называем, да, чтобы приватно было. Так, вот сюда. Все, эфир даю ли? Ассаламу алейкум, махкой тагана вай ассамблеец эрцани вай тац. Кил белгда дулу гайштар. Так. Харбуал булаша, харбуалга отдел матери и ребенка хаялар цду. Так. نوخش مواتا سياش إغاسك مواتا عيرة وولي خيتش درتخوا هر إفير تناها بيدا ألسمو أدمو يوتر болш هون إلش вайга отдел правозащиты обращенийше вайк омба боцга қич омба беша обращаться дешко цена аск мواتا хештик хадарк. Добрый вечер, наши зрители, а также гости, которые сегодня здесь присутствуют. Мы собрались сегодня в этом эфире в гибридном формате, как в онлайн, так и офлайн, чтобы могли люди нас увидеть здесь, задать некоторые вопросы, которые их интересуют, те вопросы, которые мы поставили на сегодняшний эфир. Во главе, может, дополнительно у них будут вопросы. Сегодняшний эфир у нас это по случаю открытия отдела матери и ребенка в Ассамблее чеченцев Европы. У нас был отдел правозащиты, и отдел правозащиты включал в себя как проблемы с отнятием детей, другие какие-то проблемы с азюлем для тех, которые соискатели, беженцы находятся здесь в Европе. Ну и совсем в разных случаях, если какой-то криминальный случай случился, или в разных случаях к нам обращались. Теперь же мы хотели разбить этот отдел на второй отдел – это отдел матери и ребенка. Отдел матери и ребенка, он очень важен и актуален, и он, к сожалению, становится каждым днем еще актуальнее и востребованным. Аза, она у нас уже в отделе правозащиты уже год, я думаю, да, по-моему, да, вот в апреле должен быть год. Мы вместе работали, мы вместе консультировали обращающихся, в основном женщин по случаю, когда отобрали у них детей. Здесь не только в Германии, но и Австрии и Франции в основном были к нам обращения тоже. Теперь же это отдел матери и ребенка будет возглавлять у нас в нашей Ассамблее чеченцев Европы Музаева Аза. У нее для контакта будет свой личный номер, который после этого эфира, наверное, потом мы укажем, будет виден потом как у наших соцсетях, так и, наверное, на самом видео, когда мы дальше уже будем выставлять. Думаю, этот номер сейчас не нужно это озвучивать. Аза, в первую очередь, я благодарю тебя, что ты берешь такую ответственную работу на себя. Аза имеет опыт уже в этом деле. В этом деле не обязательно быть юристом, чтобы идти в организацию, вытаскивать оттуда, помогать юридически, в том смысле, по возвращению детей. В первую очередь, эти ошибки, этот случай, конечно, когда встречается с нашими гражданами, которые здесь в Европе живут, он бывает шокирующий, да, для них. И первые шаги, первое поведение родителей зачастую их ошибки и приводят к дальнейшим сложным проблемам, последствиям и сложностям возвращения этих детей.
Аза старается в свою очередь людей консультировать, психологически поддерживать, в основном женщин. Женщина открывается другой женщине легче, чем мужчине, потому что это, наверное, больше женская солидарность. Поэтому это важность присутствия ее в отделе – это один из важнейших аспектов. Благодарю тебя, что ты взяла на себя такую нелегкую работу, которую до этого мы целым отделом несли. Аза, что ты скажешь за этот период работы нашей? Ну, что можно сказать? Наверное, самое важное, что должны знать наши люди, которые приехали в Европу, это как вести себя тут, так как наш менталитет вообще не схож с менталитетом европейцев. И зачастую проблемы, которые происходят у югенамта и наших чеченских семей, это, наверное, все-таки разные менталитеты, да, исходя из этого. Менталитет, культура, правовое отношение. Поэтому вот, которые вопросы мы сегодня с тобой хотим обсудить в эфире, мы по пунктам разложим, и именно мы скажем, наверное, как-то объявим, может, как-то поможем людям, чтобы они больше разобрались. Потому что, когда люди обращаются, в основном звонят, пишут, говорят, а что надо делать, а как надо делать. И люди, как ты и говоришь, не знают, как себя вести в какой-то ситуации. Поэтому, мне кажется, что будет очень важно, если мы именно осведомленность для наших граждан будем вносить в этом плане. Ну, информационный аспект. Как и сегодняшний эфир, так и в будущем разные короткие консультации. Мы постараемся в любом случае. Или ответ на вопрос, я не знаю, что-нибудь придумаем. Мы открываем этот отдел не уже как бы сформировавшийся уже своим большим штатом специалистов, которые смогут много проблем, скажем, чеченцев или же других же кавказцев, да, к нам обращались еще и дагестанцы с такой же проблемой. Мы надеемся, вот, объявив, что у нас есть такой отдел, к нам не только с жалобами, да, будут обращаться, но и так же, как и мы сегодня, да, с Азой и другие, которые нам в этом деле помогают, поддержат нас вот такой же волонтерской работой. То есть я, имея опыт правозащиты, стараюсь консультировать, помогать, писать, направлять нужные органы, действовать правовым путем. Аза также в этих вещах успокаивает, настраивает, консультирует. И нам нужно подтянуть в нашей вот этой работе юридическую сторону. Нам, если кто-то вдруг захочет с нами вместе, да, помогать, как ты говоришь, нам было бы хорошо, если бы у нас были специалисты. Специалисты, именно юристы, которые закончили европейские вузы. У нас есть такие, да, есть такие, они, но их очень мало, а тех, которые, возможно, захотят помочь, да, волонтерской работе, когда она не оплачивается, и может быть еще меньше. Но, конечно, мы будем ждать, что отклик мы получим от наших соотечественников. Может быть, даже не только чеченцев, но и дагестанцев, или ингушей, или других наших соседских республик. Юристы обязательно нужны. Многие думают, что отдел, он будет больше связан как бы юридической помощью. Юридически мы можем это действовать вместе с адвокатом, да, помогая ему, если у него нужны кое-какие документы, их переводы, да, правильное составление некоторых заявок или заявлений. В этих вещах, конечно, мы всегда можем помочь, и мы всегда взаимодействуем вместе с адвокатами. Тех, которые это имеют проблемы. И
юридическая сторона – это та помощь, конечно, которую от нас ожидают. В будущем, возможно, если у нас получится развить нашу работу, если действительно востребовано, и люди сами, понимая эту нужду, возможно, мы сможем такую помощь тоже оказывать. Айсан, разобьем тогда сегодня на 4 вопроса. Да, вопросы, которые мы поставили сегодня, да, это первый вопрос, это причины, мы хотели рассказать причины, почему забирают детей. Да, первое. Почему забирают детей? Хочешь ты начать рассказать об этом, или же мне? Начнем. По каким причинам у нас забирают детей? В первую очередь это следы насилия, или же уже во время насилия, да, отношений ребенка, то есть если видят, да, где-то, скажем, на улице прям бьют ребенка, то здесь же очевидцы этого происшествия могут сразу вызвать полицию и на месте остановить этого родителя. И после этого, конечно, сразу же забирается ребенок у родителей. И это первый случай. Дальше также, если следы насилия были обнаружены в садике или же в школе, да, ребенка, то есть синяки, порезы или еще какое-то из больших увечий, или же ребенок попал в больницу вместе с родителями или же без родителей с каким-то сильным увечьем, после оказания ему нужной медицинской помощи, они сразу же, медперсонал той больницы, где им была оказана помощь, если у них есть подозрение, что это могло исходить от родителей, то они сразу уведомляют как полицию, так и Югендамт, и они приходят домой к родителям. Разделим вот этот момент на 2 части. Насилие физическое, а также эмоциональное насилие над ребенком. Ты сейчас указал физическое. На физическое. Да. Также у нас имеет место быть эмоциональное насилие над ребенком. Где оно проявляется? В каких случаях? Эмоциональное оно проявляется, если частые ссоры между родителями. Частые ссоры, давление матери или же отца, да, давление на детей. То есть даже если он не бьет, но сильно кричит, пугает, наказывает, закрывая где-то в комнате, или же еще что-то из таких вот изощренных моментов, если происходит, это очень сказывается на психическом состоянии ребенка. И это замечают как в детском саду, так и в школах. Здесь, в Европе, учителя, преподаватели, они для этого обучены и подготовлены к этому. То есть, если они видят какое-то изменение в ребенке, в психологическом, то они сразу должны реагировать. И они реагируют должным образом, как раз-таки сообщая в Югендамт, что у ребенка что-то не то. Но до тех пор, да, пока они не сообщили, это, наверное, в тяжелых случаях могут они сразу сообщить в Югендамт, но если, может быть, какие-то другие факторы влияют, или они решили все-таки свои подозрения перепроверить, они, если это с детского сада, вызывают в детский сад родителей, да, ребенка на разговор, чтобы узнать, почему у этого ребенка такое состояние, что вообще в доме, как он вообще в доме себя ведет, рассказать родителям, какое поведение сейчас, какие изменения у этого ребенка уже в садике, да, которые они начали замечать, они начинают разговаривать. Также и в школе. Да, это также и в школе. Момент, какой, что их может потревожить, примерно этих преподавателей или воспитателей в изменении эмоциональном. Это если ребенок грустный,
если у ребенка состояние нестабильное, могут заметить примерно учитель в школе, да? Если он видит, что ребенок пришел в школу сегодня, вчера, на протяжении недели, грустный, унылый или какой-то рассеянный, потерянный, это тоже может замкнутый. Да, послужить именно моментом, потому что эмоциональный фон ребенка нарушен, и они могут также заявить, да, Югенамт сказал, вот что-то происходит с ребенком, и Югенамт выезжает в определенную семью, смотрит, что происходит. Поэтому, если вы видите, что ребенок именно грустный, ну, скажем, грустный, да, если ребенок какой-то замкнутый, да, надо, больше. Может быть, вы сами поговорите с ребенком, со своим ребенком в доме, узнаете, в чем причина, прежде чем этот звонок придет со школы или там с садика, да? Также какие еще могут быть причины, которые забирают детей? Также, скажем, ненадлежащий уход за ребенком, да? Если не хватает каких-то предметов ежедневного там, ну, жизни, что надо ребенку? Одежда, я не знаю, одежда, еда в школу. Да, еда в школу, если она важно, кстати, отсутствует здесь, как в детские сады, так и в школу. Ребенок, да, я не знаю, до какого класса, он постоянно носит с собой как... Начальная школа всегда наблюдает. Небольшой. В школе учителя всегда наблюдают за нашими детьми, если у них нету с собой завтрака. Да? Да. Это обязательно. Также, если одежда, внешний вид неопрятен или же не одетый по сезону ребенок, это тоже... Да, зимней одежде летом ходит, летней одежде зимой ходит. Это тоже может послужить причиной. И также, если ребенок... Бывают такие случаи, что по квадратуре или еще по каким-то особенностям у ребенка не хватает своей постели. Такие вот моменты тоже были. Из примеров, когда забирали детей и не возвращали до тех пор, пока не будет у ребенка своей кровати. То есть у большой семьи дети спали по 2 ребенка на одной постели. То есть вот такие моменты они тоже замечают, они говорят, что да, если даже им попалась, может быть, временно выделенная квартира небольшого объема, но они требуют, чтобы родители беспокоились и искали это новое жилье, чтобы оттуда переехать. Бывает так, что по каким-то причинам переселяют или же с лагеря для беженцев оттуда поселяют квартиры, пока, которые как бы нашли, да, временно. И если эта квартира по квадратуре для этой семьи не подходит, конечно, семья должна дальше, они указывают, то есть вы уже в другом статусе, не в лагерном, живете уже в себя в квартире, теперь дальнейшая забота в поиске жилья на вас. То есть и вот здесь родители должны срочным образом искать себе жилье, новое жилье, которое будет по квадратуре подходить этой семье. И если вопрос возникнет, да, то есть некоторые могут расслабиться и сказать, да вот вы нас сами поселили в маленькую квартирку, а как мы еще должны? То, что мы поселили, у них могут сказать, сразу быть ответ такой, то, что мы поселили, это одно, а то, что вы дальше не ищете для себя квартиры, это важно здесь, подавать разные, хоть ты и не нашел квартиру в нашей, как бы, стараются в большие города, где можно найти работу, учебу, туда поселиться, и поиск жилья очень долго длится. И, по крайней мере, должно быть как минимум поданы заявки разным арендодателям это жилья, 2-3 места, чтобы можно было предъявить такую бумагу, что вот мы как бы не сидим сложа руки, и мы ищем же это, и подали заявки в это. Наверное, один из самых важных моментов, которые чаще всего мы сталкиваемся, это ссоры между родителями. Да? В основном, опять-таки, забегаем назад, возвращаемся назад, то есть моменты менталитета. Если
у нас на Кавказе ссора между родителями – это как бы норма, то тут это не считается нормой. Ссора между отцом и матерью, которую услышал случайный прохожий или же сосед, может превратиться в большую трагедию, так как тут, в Европе, это считается как бы нарушение прав ребенка, ну как бы эмоциональный фон ребенка может нарушиться из-за стресса в доме между родителями. Между отцом и матерью. Это очень важно. Очень важно. Если произошла какая-то семейная ссора между родителями, надо сделать максимально возможным, чтобы это не вышло за пределы их квартиры, да, или их дома. Потому что частые случаи были, когда заявителями о том, что там нарушаются права ребенка, бывали или соседи, или случайные прохожие, или кто-то еще, кто услышал в доме ссору. Когда начинали выяснять, в чем же проблема, узнавали, что ссора была между отцом и матерью. Да? Ссора, которая не похожа на простую ссору, да, которая ссоры, конечно, в семье они возникают, но то, что, как сейчас из причин указала, это ссора, которая из уст, да, вот эти вот поссорившиеся родителей выходит не только нецензурно, как бы если даже муж не бьет, да, например, в случае, да, это жену, то может быть рушится какая-то мебель, да, бросаются какие-то вещи, которые слышно соседям, или же стали очевидцем, да, которые через окно это увидели. Сильные крики, которые не похожи на обычную ссору, которая может перейти на какое-то опасное, да, вот сейчас на физическое насилие. Да. Вот такие моменты, да, это услышавшие соседи, они начинают сообщать такое, и это, конечно, очень сильно играет роль. У нас один из примеров, который был, это в прошлом году, да, в марте, и соседи, которые услышали, да, вот это, и не прям, которые наверху, или же не прям параллельной квартире справа или слева, а по диагонали получилось так, что соседи услышали и заявили об этом. И проблема была в этой семье в том, что у них был уже конфликт, да, конфликт, который был между отцом, да, и матерью ребенка, но по причине того, что это был единичный случай, их поставили просто на учет. На учет поставили, и через несколько месяцев, получается, месяца 4, где-то было после этого, когда соседка, да, она услышала этот шум в этой квартире, заявила, приехала полиция проверила, все ли в порядке в семье. Когда они убедились, что нету никакого насилия как к ребенку, так и к матери, да, никаких следов, они просто ушли. Но они вернулись на следующее утро. Утром вместе с Югендамтом. Югендамт – это отдел опеки и попечительства в Германии. Если для кого-то это будет новым это слово. И часто вот такие вот случаи как раз-таки и случаются именно в наших в чеченских семьях, да, конфликт между мужем и женой. К сожалению, это бывает на почве бытовая или связанная, как сказать, если человек выпивший алкоголь, да, или же употребивший наркотик. Чаще всего наркотики. Отец, который принимает наркотики, и он в каких-то случаях бывает бросается на жену, бьет из-за какого-то небольшого конфликта в семье и забирается
в первую очередь забираются дети не у обоих родителей. Вот это, это нужно было нам тоже, это важный фактор именно в чеченских семьях, который происходит. Насилие, в первую очередь, отца в отношении матери, даже не детей, да, в частые случаи, которые бывают. И когда приходит полиция, да, у полиции в первую очередь бывает вопрос, сделал ли что-то физическое плохо, или же синяк, бывал такие случаи, да, синяки на матери ребенка, когда спрашивают, что случилось в вашей семье, она, чтобы не заявлять на своего мужа, она говорит, что то ли она подскользнулась, то ли еще что-то, или об шкаф ударилась. И они видят, что она не хочет заявлять на мужа, свидетельствовать против своего мужа, и видят, что она пала в зависимость, зависимо от мужа, да, влияние мужа, под влиянием мужа. И тогда, когда детей отбирают, в первую очередь отбирают, разделяют мать с детьми вместе с отцом. То есть отца оставляют, и детей вместе с матерью в приют. Это бывает в тот случай, когда вот ты сейчас... Если установлено. Если установлено, что отец применяет насилие к матери. К матери. Да. Но были частые случаи, когда тоже не разделяя, забирали у обоих родителей. Это тот случай, когда, может быть, до этого случая приезжала полиция, опять-таки был случай скандала между родителями, и мать не заявляла на мужа своего, да, не говорила, что там какие-то побои или еще что-то. Это может быть уже второй или третий случай. Второй или третий случай ссоры между родителями. И в этом случае они не будут забирать мать с детьми. В этом случае забирают детей у обоих родителей. Так как они, опираясь на то, что уже выезд был не единичный, а уже несколько раз выезжали к этой семье, и что мать не защищает права своего ребенка, она как бы, как ты и говоришь, под влиянием мужа или боится его, или еще что-то, они тогда делают вывод и забирают уже у обоих родителей. Такие случаи тоже бывали. Бывают такие случаи, именно они видят, что насилие применяется к матери, мать не может без отца детей, да, без своего мужа, она возвращается к нему, если ее разделили, да, с мужем, она вместе с детьми находится в женском, да, это фрауенхайме, и все равно, если она контактирует с мужем, они говорят, что она находится в зависимости под влиянием мужа, и она может в любое время вернуться к отцу, да, детей, и по этой причине они говорят, если она, да, Югендамт так рассуждает, если она впала в зависимость мужа и не защищает себя всеми правовыми способами, получается, она не сможет и детей защитить. То есть от нее может это же насилие перейти на детей, они так рассуждают, и забирает детей у уже обоих родителей. Был случай в Австрии, они когда отобрали маленького годовалого или до года ребенка, когда мать сама заявила, вызвала полицию, да, против своего мужа, но они забрали все равно у обоих родителей. Возвращение – это очень сложная процедура здесь, в Европе, ребенка. И это не зависит именно правовое. Здесь сама бюрократия очень долго длится. И до тех пор, пока они действительно не убедились и не решились возвращать ребенка обратно в семью, они легко не отпускают. Бывает, что не просто дни и недели проходят, но и года проходят, что детей не возвращают обоим родителям. Дают видеться, но не возвращают. Второй вопрос, может быть, разберем. Что делать, если Югендамт взял семью под контроль? Что делать, если Югендамт пришел к вам в дом по какой-то жалобе, да, которая поступила, опять-таки, из садика, со школы? Что делать, если вот
югенамт все-таки пришел к вам в дом и взял вашу семью под контроль? Эти моменты. Такие случаи, они более чаще, наверное, возникают. И эти случаи, в первую очередь, не нужно паниковать. Вот это я знаю. Не думать, что если Югендамт появился в вашем доме, и они решили сделать какой-то контроль, или жить даже у вас, да, или пребывать у вас в течение всего белого дня, да, то это только для безопасности, опять же, для детей. То есть они хотят увидеть, есть ли угроза для ребенка, или же вообще как проходит жизнь этого ребенка, что влияет, они уже в этом доме начинают смотреть. Если правильное поведение построят родители, не будут паниковать, то есть сильный испуг человек сам впадает, то есть родитель или один родитель, он впадает как в положение жертвы, он не может ни сам себя защитить, у него нет такого инстинкта стоять чаще у нас. Думает, что нет своих прав, да, не знает о своих правах и думает, Югендамт – это высший какой-то орган, который, как они скажут, во всех сферах нужно их слушаться. Нет, если они у вас сейчас не отобрали, ребенка, не отбирают у вас прямо сейчас насильно, получается, они хотят только проконтролировать. Взяли вас просто под учет. И этот учет должен просто проходить в том формате, в таком состоянии, что вы уверены, да, в себе, говорите о своих правах, хотите и желаете все, что лучше для ребенка. Это что, час прошел? Угу. Окей. И то, что вы стоите твердо, защищая своего ребенка. Если есть какие-то изъяны в воспитании, вы хотите об этом узнать, да? То есть они, когда приходят, они стараются в первую очередь анализировать, да, что и как вообще проходит быт этой семье, какая помощь может быть даже нужна. Да? Мы консультировались у специалиста, который говорил, родители, если где-то как-то сами не справляются, ребенок бывает тоже, что непослушный, на него влияет как бы общество, круг общения, да, сверстники, и он становится против родителей. Такой частый случай бывает у подростков, да. Больше всего у подростков. Я бы даже сказала, именно паника. Когда человек впадает в панику, он становится более уязвимым. Вот это и первый момент, когда пришел Югендамт к вам в дом, самое важное и самое главное не впадать в панику, так как во время паники человек не может правильно контролировать ни свои мысли, ни свое поведение. И уже исходя из этого, этот Югендамт может сделать вывод, опять-таки, он психически неуравновешен, да? Не только неуравновешенный, не в состоянии правильно контролировать ребенка, воспитание, он много чего из этого не знает, или вообще молодые родители, которые сами еще не научились быть родителями, тоже такие вот случаи. Поэтому в этих случаях, да, вместе с Югендамтом, в первую очередь, когда они появляются, не отбирая детей, этот случай, получается, нужно использовать в пользу для себя. Почему? Потому что у них бывают какие-то программы, организации, которые могут дополнительно, например, большим семьям помочь, чтобы они могли как бы пока мать с маленьким ребенком сидит дома, других подрастающих детей занять чем-то, как спортом, какие-то другие кружки, куда она до этого не успевала их чем-то занять, они берут на себя какие-то вот такие обязанности, какую-то помощь, и вот такую помощь оказывают. Поэтому, наверное, надо первым узнать, почему пришел Югендамт к вам.
по какой причине именно Югенамт посетил вашу семью, например. По какой причине? Неуспеваемость ребенка, или слишком активный ребенок, или еще что-то, мало ли что. Если Югенамт опять-таки пришел к вам в дом и взял вашу семью, первое, не паниковать. Второе, узнать причину прихода. Узнать причину и искать пути выхода из этой ситуации. Вот тебе говорят, какой-то вот твой ребенок, ну, скажем, подрался, да? Ну, подрался со сверстником. Значит, у него много свободного времени, или он слишком, я не знаю, эмоционально такой активный, или еще что-то. Надо его куда-то, значит, отдать в спортивную, там, в борьбу, какие-то секции, да? Надо искать момент, почему Югенамт этот пришел к вам. Не паниковать. Второе, узнать причину прихода. Не паниковать. И теперь в любом случае наши зрители будут знать о нас, да, что есть такая организация, мы, да, как можно обратиться как к Азии, да, по номеру, мобильному номеру, также и ко мне можно будет обратиться. И по всем таким вот первых случаях вопросам мы постараемся вам дать правильную консультацию и правильное поведение вам объяснить, чтобы вы, конечно, в первую очередь не паниковали и искали правильные пути выхода из этой ситуации. Некоторые, почему мы говорим, в панику впадают, бывает так, что ребенка и родитель, да, эту семью ставят на учет, да, и они, когда под контролем, когда они наблюдают, и эта семья, если попытается как-то покинуть, скажем, даже эту страну, возможно, их задержат. Задержат уже на границе другой страны. Есть такая структура, как бывает преступников, да, Интерпол ищет, да, Европол. Есть по детям такие же, есть такая организация, которая в случае, если из Германии, скажем, в Польшу уехала семья, то она возвращается обратно в Германию. То есть хоть это и правовая семья, правовая страна, то они не говорят, пускай они там как бы могут жить, и там разберитесь, пожалуйста, что в этой семье. Они говорят, нет, возвращайте их сюда, то есть по этой системе. Был такой случай, да, такой случай был, и как раз-таки он был из Германии, семья, которая уехала в Польшу. Это семья, уже, которая была разделенная, да, мать с детьми, мать с детьми поселили в этом, как на русском будет это? Дом матери и ребенка. Дом матери и ребенка, да, или женское общежитие, да, как во Фраумхайме, если вот так вот, куда поселили. Муж, да, как у нас в менталитете, как мы быстро находим это выход, обязательно, если она пожаловалась или еще какой-то случай, да, то, что разделили их, и у них нет между собой контакта, он связался с родственниками жены, сообщил, что в этом случае, и сказал, чтобы она быстро вышла с ним на связь. Она вышла с ним на связь, он забрал свою семью с того места, где она сообщила, где она находится, и сразу же уехали в Польшу. В Польше, когда они в Польшу уехали, Германия требовала возвращения их сюда. То есть они подавали уже хоть и на месте убежище, на месте доказывали, на месте у них в Польше сначала отобрали детей, да, на какой-то период отобрали, потом их вернули. Да, они посмотрели, вроде бы не так, вроде бы описуемый, страшный, не такое описуемо страшное вот это состояние у этой семьи, как, наверное, Германия это оказала, да, и они вернули детей, но запретили им покидать территорию Польши. Они долго судились, год-два, не помню, но все-таки они отсудились и оставили их в Польше, и после Польши они вернулись как бы домой, в республику домой, чтобы в дальнейшем не было никаких таких вот случаев. Это, конечно, позитивный выход, но есть другие случаи, когда их возвращают, и
отбирает уже детей у обоих родителей. То есть, если мать вернулась к отцу после применения насилия или в каких-то таких вот случаях, мать возвращается к отцу, это детей, к своему мужу, то детей забирают у обоих родителей. И вернуть обратно детей к родителям – это очень сложная работа. Это долгий процесс. Очень долгий процесс. Хаттар Дубай, Аллата? У меня детей забирают, могли бы вы мне чем-то помочь? Конечно, чем-то это нужно будет как раз-таки, конечно, обсудить этот вопрос. В первую очередь надо знать причину, по которой у него забирают детей. И только тогда сначала надо знать болезнь, а потом лечить эту болезнь. Надо знать причину. Югенамт всегда говорит причину, по которой у них забирают детей, да? Как мы сейчас уже обсуждали это, какие могут быть причины. И если даже не сообщили, то нужно просить их. То есть по звонку, телефону или же при встрече работника Югендамта просить, чтобы они указали эти причины. Если они не указывают или же как-то поверхностно что-то говорят, то обязательно написать туда это письменное письмо, заявление с просьбой указать, по какой причине. То есть вот это письменный их ответ, в этом же заявлении можно будет указать, да, возможно, я допустил ошибку, я бы хотел бы это исправить, укажите мне, пожалуйста, на эту ошибку, я постараюсь это изменить. И после того, когда узнают эту причину, надо над этим работать. Сегодня мы в любом случае можем вопрос, который задали наши участники, выслушать, проверить, прочитать их письма, которые уже проделанная работа, часто бывает, которые к нам обращаются, уже были какие-то суды, решения суда, куда-то обращения. Посмотрев, дальше, конечно, мы скажем, что можно еще сделать. И правильные шаги, те из опыта, который у нас уже есть, работы, те ошибки, которые совершали уже другие, чтобы вы дальше их не совершали, обязательно мы будем об них говорить, стараться вытаскивать. В первую очередь, матери и отцу не нужно отчаиваться, когда у них забирают детей, что они их больше никогда не увидят. Увидите, просто в первую очередь нужно относиться к этому с терпением. Да? В религии у нас это говорится, каждый Аллах испытывает нас, не возлагает на нас то, что нам не под силу. То есть вот это испытание, которое, то, что нас постигает, это значит, мы сможем выйти. В первую очередь нужно думать позитивно, пускай год или 2 года, даже бывают такие вот случаи, что длится, что ребенка не возвращает в семью, но никогда не нужно отчаиваться, пути возвращения детей всегда нужно искать. Это не всегда адвокат, да, адвокат может вытащить и вернуть ребенка. И, к сожалению, у нас тоже нет таких полномочий, которые позволили бы нам ворваться к родителям этой опеки или еще в этот детский дом, где находятся дети, и вернуть этих детей, и сказать, что это наши дети, наши чеченские дети, и мы сможем за ними посмотреть и урегулировать любую ситуацию. Но мы сможем как минимум проконсультировать и рассказывать вам о правильных шагах. Возвращение вашего ребенка для нас также важно. Для нас также важно, как и вам. Да, как родители, конечно, мы, может быть, не так будем болеть, но в любом случае ваши дети – это тоже наши дети. И все пути решений, которые будем искать, мы будем, исходя от того, что это наши общие дети. Еще вопрос. Дополнение. Причина в том, что мой мальчик 1,5 года назад нажаловался, что я его избила.
Вот. Насчет этого я с ними судилась, но выиграла оба суда Вовку. Выиграла суды, решение суда не, получается, игнорируется Югендамтом. Да, Югендамт здесь такой орган, который... Югендамт, да, он считает себя больше компетентным, чем даже судьи. Да, судьи, они в общем как бы выносят решение, а они знают глубину проблем и правильный выход и, как сказать, благополучие, для благополучия ребенка. Они считают, что их решение может быть только может быть правильным. И поэтому они, бывает, в каких-то случаях игнорируют решение суда. То есть они начинают сразу возражение на эту жалобу писать и не возвращать, даже если суд решение принял, вернуть детей, то не возвращает. Но это, мне кажется, в первую очередь ей надо опять-таки написать письменное заявление, да, о том, что Югендамт не исполняет решение суда. Опять, это опять та же, по тому же кругу идет, да? Адвокат, наверное, у нее есть, естественно. Опять же, да, дать гласность. Там много чего, можно много инструментов применить. Дать гласность, говорить об этом Югендамте, какой он на самом деле оттуда именно какие-то корыстные цели может преследовать, или же какие-то специальные вредные против, скажем, как по национальному или религиозному признаку, да, вот она специальная вредность, да, именно неприязнь, из-за этой неприязни специально препятствует возвращению, да, желая. Вот поэтому нужно эти факты видеть, знать все эти моменты и. Здесь как раз по этому вопросу другой вопрос. Если Югендамт нарушает права родителей, что можно сделать? Есть ли какая-либо организация, защищающая права родителей? Ну, во-первых, Югендамт, он и выступает как защитник прав семьи и ребенка. Он опять-таки выступает как... Но в первую очередь ребенка. В первую очередь ребенка. Тут многим известно, что в первую очередь, да, это права женщины, права ребенка, как уже в шутке уже появляется здесь в Германии, потому что здесь больше у европейских семей не детей, а собаки. И говорится, что на третьем месте это уже собака, и потом только мужчина. Права родителей в таких вот случаях, они... это зависит от... это 1,5 года был, да, ребенок? Подростка очень сложно бывает вернуть. 1,5 года назад. Возраст нужно знать ребенка. Если маленький ребенок, который... еще неадекватно осмысливает. Не только неадекватно, но и если один раз пожаловался, завтра он может и обмануть. Да? А подросток, он может уже изъявлять свои желания. У них уже здесь дома для подростков, да, есть. И они больше слушают сторону подростков. И подростка вернуть очень сложно. Как раз вот этот вопрос давай обсудим. Почему дети иногда уходят сами? В основном это бывает подростки. Подростки, да. Это тоже часто у нас встречается. Вот недавно, да, тоже был случай. Недавно, да, было к нам обращение. Мало об этом еще что известно из подряд, которые вот эти вот работы, которые у нас проводятся, конференции, подготовки по этой сути еще как бы по этой проблеме мы не начали еще работать, но... У меня в доме есть подростки, которые уже вышли из этого возраста, и на данный момент тоже в подростковом возрасте. Можно я скажу момент, вот, который... Почему дети иногда уходят из семьи, да? Сами. Почему? Подростковый возраст, ну вот у детей, у девочки и у мальчика проходит очень сложно, да? И момент вот этот, когда вот подросток вошел в подростковый период, надо следить за, как мы уже знаем, за его окружением. Это... Подростковый ты имеешь в виду от 14 лет? Да. Дети. Это именно круг общения. Самое важное — круг общения своего ребенка. С
кем твой ребенок общается. Если это девочка, естественно, лучше было бы, так, наверное, мы не можем говорить радикально, но чтобы они общались со сверстниками это своей нации, да? Как бы лучше было. Почему? Потому что опять-таки менталитет, вопрос того, что мы можем поругать, это у нас норма, у немцев так нельзя, если даже вот подружка, да, говорит, меня мама не пускает гулять дома, ну, вечером не пускает дома, да, мы не пустим своего ребенка вечером гулять. У немцев это норма. Вот тебе момент. Если твой ребенок дружит с немкой, примерно, да, девочка здесь, она идет вечером гулять, да, а меня мама не пускает. А почему? Вот этот момент надо знать, с кем дружат ваши дети. Самое важное в подростковом возрасте – это круг общения вашего ребенка. В случае с Кайсаром. Я часто говорю, когда организовываем мы от нашей организации некоторые встречи, чтобы наши соотечественники часто как наши встречи посещали, так и другие наших организаций. Да? Если кто-то в каких-то городах или регионах Европы проводит какое-то массовое мероприятие, чтобы они там участвовали. Зачем это нужно? В первую очередь мы должны знать, что у ребенка три воспитателя, три категории воспитателя. Это первое – родители сами, второе – это их сверстники, да, и третье – это общество, в котором они живут. И особенно важно это знать нашим женщинам, которые приехали сюда, в Европу, жить. То, что они, эти три категории, да, воспитателя, должны заполнить сами, включить это очень острое внимание на это. Если тот же родитель, да, который находится у нас в республике, да, в Чечне, будет уделять такое же внимание, как и здесь, да, своим детям, родители, то это достаточно. Почему? Потому что то же воспитание, то, что говорят им родители, это говорят их сверстникам другие родители. И это распространено в самом обществе. И поэтому тот вклад, то внимание, которое уделяют родители, там достаточно у нас в республике. Здесь это недостаточно. Почему? Потому что здесь сверстники – это уже не их национальности, не их традиции, не их культуры, не их нравов. И само общество, оно сложено уже совсем по-другому, не такое, как у нас. Да, далеко не такое. И что получается? Сегодня, когда родители, даже родители, если они говорят благое, желают хорошее, учат, не только в традиции, но и в религии, то их сверстники в школе, да, и на улице, и само общество сложено совсем уже по-другому. То есть то воспитание, которое сами родители получили, образ жизни и нравы, которые у них уже имеются, и они хотят вложить в своих детей, это только 1/3 часть. И вот эти 2/3 может в какой-то момент дать сбой и не послушаться родителей и уйти. Почему мы включаем роль традиции, нравы и культуру нашу, важность, и посещать такие встречи? На таких встречах они видят, опять же, своих же сверстников. Да? Не все у нас живут в больших городах, и не все имеют рядом, опять же, чеченцев по соседству, которые могли бы их дети дружить. Также у нас отдаленки, да, в разных селах, маленьких городах живут на расстоянии. Эти семьи обязательно должны такие места посещать. Они на таких встречах будут видеть своих сверстников, знакомиться с ними, видеть взрослых, их поведение, и они от них будут учиться. То есть они увидят совсем другой нрав, культуру, поведение, это другое общество, отличия, которые они видят постоянно
в разных мероприятиях, которые они здесь, как бы в Германии, в Франции, в школе, вот то, что с сверстниками, они видят, как это отличается. И они, конечно, смогут вот эти приоритеты для себя тоже выбрать, да, поставить. И на этих встречах будут меняться вот эти вот именно наши культуры, вот, будут внедряться и дружить нашими сверстниками. Вот эти сверстники, да, сверстники, они почему очень важны именно в подростковых случаях, в подростковые, от 14 лет, да, вот эти вот дети. Этот период, когда ребенок начинает показывать себя, свою значимость, он уже чувствует, что он физически уже сильный, что у него какие-то знания какие-то появились, и он начинает какая-то уверенность своя, это своеобразная появляться, и он уже начинает свое мнение включать против родителей. И если здесь его сверстники поддержали, и общество его поддерживает, да, а он против мнения какое-то, которое поставлено родителями, то и вот это вот последнее обращение, которое, как это было нам, девочка, да, она поссорилась с матерью, да, и она просто ушла. Просто ушла, подросток ушла, и уже 2 года, мать говорит, 2 года, как уже нету контакта вместе с дочерью. Хотя она не единственный ребенок в семье. У нее, опять же, есть и как старшие, так и младшие. Не забираются детей. И какой-то момент там, наверное, важно то, что эта девочка сама не хочет контактировать с матерью. Это тоже был важный момент, что если бы, опять-таки, сверстники дружили, да. Если бы она дружила со сверстниками, да. Было бы матери легче выйти на контакт с ребенком через ее подругу. Да. В ее случае, да, как раз таки, Югендамт говорит, что когда мать просится, да, встречи вместе со своей дочерью, просто хотя бы один раз увидеть, поговорить, может, она свое мнение изменит, пойти как-то с ней на диалог. Югендамт говорит, что она отказывается видеться с тобой. Не только с ней, но и со старшей сестрой, которая могла бы быть опекуном своей же сестры. То есть после 18 лет она могла бы быть законным опекуном своей сестры, если даже не слушается матери. Но они не дают и сестре тоже видеться. И вот этот момент, как раз-таки, вот как я указывал, в 3 категориях, очень важно контакт, да, иметь под обществе сверстников, подруг, именно, опять же, чеченцев, которые говорили бы им, как это случай с этой девушкой, так и есть такие же случаи, как и с подростками, мальчиками, которые это тоже происходит. Ихние сверстники могли бы их поправить и сказать: ты что, это хорошо, тебя родители поругали, или же, может быть, даже слегка ударили, скажем, да, не нанеся сильных таких увечий, то это не такой страшный случай, чтобы ты уходил от родителей, да, или уходила от родителей, и тебе нужно вернуться. То есть подростки, сверстники, которые воспитаны в семье по-другому, в нашем менталитете, они бы вернули бы этих детей. То есть бы направили бы, посоветовали бы, дали правильный совет и вернули бы этих детей обратно к своим родителям. Как с вами можно связаться? С нами можно будет связаться. Наш номер, он, конечно, в наших соцсетях есть мой номер, да, который заканчивается 7515, по-моему, да, 75, плюс 49 157 50 17 75 15. Во, да. Этот номер, это мой, и плюс 49 176 16 48 01 63, это номер мобильной УАЗы, который есть как WhatsApp, Telegram и прямой связи.
Работа с подростками – это очень важная цель. В будущем, конечно, мы бы хотели, чтобы в нашем обществе участвовали молодежь, которая бы могла бы такую трудную молодежь возвращать обратно. Воспитание в сфере традиций чеченского народа. Почему мы говорим, возможно, будут вопросы о родителей, больше религии, да, которые ставят приоритет. Они говорят, вот если бы детей воспитали бы в религии, то не было бы таких бы случаев. Это вся вина родителей. Нет, не вся вина родителей. И не дело то, что ребенка воспитывали в сфере религии или нет. Потому что в наших случаях, как нам известно, есть такой случай, что родители, да, желают для своей дочери, например, в одном случае, чтобы она уже в 15 лет начала носить, да, головной убор, хиджаб, дочь не захотела носить. Да, у них возник спор, и она ушла. Да? Или же, скажем, другой пример в мальчиковом. Отец спрашивает у подростка сына, помолился ли он. Да? Это религиозная семья, получается, тоже переживает, чтобы ребенок, подросток, да, чтобы он помолился. Да. И он сказал, что да, что помолился. Но сестра сказала, нет, он врет. Да, он обманул тебя, что он помолился. На самом деле он не помолился, сказал. За то, что он обманул, он дал ему подзатыльник, что-то такое, да, не слегка как-то ударил. Это не выдержал этот подросток-мальчик и просто ушел. Да. Здесь нужно понимать, что родители небольшой ошибкой, да, или кто-то услышал, кто-то увидел, сам ударил, ребенок рассказал, ребенок сам изъявил уйти, они бывают часто не запланированы. Поэтому вот эти сегодня, которые мы указываем, примеры, они, может быть, очень мало, мы могли бы их очень много рассказать. Эти примеры, они очень часто все равно встречаются, и о них нужно всегда задумываться. И это внимание, которое я сказал, матери здесь, в Европе, которая имеет ребенка или много детей, чтобы она понимала, да, и чтобы отец тоже понимал, что она должна в 3 раза больше уделять внимание для своего ребенка, нежели матери, или родители, которые это уделяют дома. Потому что здесь очень сильно играет роль общества и подростков. Да? Теперь, тогда, подводя итоги, ответим, наверное, на 4-й вопрос. Да? Какую помощь планирует отдел матери оказывать? Ну, там небольшой ответ. Как мы уже это говорили, консультативная, информационная, какую-то психологическую поддержку. Информационная осведомленность человека, когда случилось то, что проблема с югенантом. Все. Какая-то помощь я не знаю, именно какая-то ситуация, примерно, опять-таки, с подростками, или же в садике, или же в школе. Как правильно себя вести? Информационная поддержка. В дальнейшем, если у нас будет возможность юридически поддерживать, или же как-то, я не знаю, какие-то еще больше у нас будут силы, то мы будем еще больше работать над этим. На данный момент информационная поддержка, консультации. Да. Консультация есть при необходимости, как мы делали это, общались с адвокатами, да, заявителей, у них спрашивали ход событий, когда бывают случаи, что они берут адвокатов, не русскоговорящих, да,
и у них плохой контакт, да, не все понимают. Или же даже есть русскоговорящий адвокат, но он больше говорит в юридическом, да, формате, или же очень мало говорит, да, мало объясняет им про это, суть их проблемы и пути их решения, мало уделяет времени на консультацию, или же мелким подробностям. Вот в таких случаях мы можем поговорить с адвокатом, да, поговорить и объяснить уже более понятным языком для наших заявителей, да, тем, кто к нам обращается. Опять же, если нужно набрать свидетельские показания, да, со стороны соседей, родственников, знакомых каких-то для адвоката, для суда, чтобы вернуть этого ребенка, да, это характеристика, которая могла бы сработать в пользу для возвращения ребенка. В таких случаях мы можем правильные вопросы или на что лучше, чтобы обращали внимание эти свидетели, да, которые как соседи или знакомые по работе, или еще кто-то, который с этой семьей дружит, чтобы они могли описать, да, вот это вот, какие вопросы и какое внимание они должны в этом письме уделить, или характеристики. Мы об этом тоже говорим и помогаем тоже писать. Да. Хотела один момент тут сказать, наверное, как бы больше сказать не юридическим, да, языком каким-то грамотным, а просто, да, чисто человеческим. Один момент. Во время каких-то семейных происшествий, да, семейных ссор, пусть дети не будут разменной монетой. Разменной – это очень важно. Да. Мы с тобой знаем, сколько раз мы сталкивались. Если вдруг произошло такое, что мать и отец разошлись, опять-таки пусть эти дети не будут разменной монетой. В случае, когда отец хочет, чтобы дети были с ним, а мать хочет, чтобы они были с ним, эти случаи доводят до того, что ни с отцом, ни с матерью дети не бывают, да. Бывают югенанты. Пусть в этих ситуациях ваши дети не будут разменной монетой, и кто-то один в семье все-таки будет чуть-чуть грамотней. И опять-таки уклон делаем на религию, то, что мы мусульмане, собур. Да. Проявление собура. Опять-таки в любой момент, иншалла, эта семья может воссоединиться, но если югенант все-таки встретился с вашей семьей, это будет намного сложнее. Дети в семье не должны быть разменной монетой между ссорой. Также мы можем в случае, если получится вывести, если в случае каких-то разводов, да, бывает, матери с мужем, в этих случаях, и если какие-то проблемы, где возникают проблемы, где остаются дети, да, с отцом, да, или с матерью, чтобы вот эти проблемы решить, мы можем включить, опять же, отдел религии наш. У нас есть компетентные для этого люди в отделе религии, знающие религию. Важно, чтобы просто вызвать вторую сторону, да, если одна сторона уже к нам обратилась, вызвать вторую сторону, выйти с их родными дома. Иногда, если вторая сторона здесь как-то не отвечает, не реагирует, не хочет, думает, что мы выбрали только путь того заявителя, который к нам обратился, и только его сторону слушаем. Наша помощь, она не одному родителю, да, то есть не одной матери или же одному отцу, да, которому принадлежат эти дети, да, это мы берем одну сторону. Мы смотрим, чтобы в первую очередь дети были как бы в безопасности, да, чтобы это насилие не применялось. Бывает так, что хоть и отец, да, имеет право на этих детей, но отец стал наркозависимым. Да? Поэтому и дальнейшее пребывание детей с отцом, это получается, что эти дети не будут уже ни у матери и ни с отцом. Да? Поэтому в эти моменты мы можем уже
смотреть и решать, да, вместе с их родственниками, которые дома. У нас есть уже в этом деле тоже практика, и в отдел религии тоже мы можем включить. Главное, чтобы вызвали диалог. Дальше. В любом случае, по всем вопросам можно с нами обратиться. И если вы по этим номерам не смогли с нами как-то к нам дозвониться, созвониться с нами, то вы можете всегда оставить сообщение, желательно в WhatsApp, да, в WhatsApp, в Телеграме, и мы постараемся на них ответить. Мы работаем как бы на волонтерской основе, своей инициативой, своим желанием сюда вступили. То есть это не постоянно наша работа. Мы имеем свое время, где мы на учебе или же где-нибудь на работе находимся. Поэтому обязательно, когда мы находим время, как у нас получается, обязательно мы смотрим и отвечаем на ваши сообщения. То есть по пару звонков и ждать, что вам перезвонят, лучше не ждать, лучше оставить сообщение, потому что другой звонок другая проблема может нас отвлечь, и этот ваш звонок уже как бы потеряется. Ну, что еще можно сказать? В любом случае, если этот эфир интересен, мы постараемся потом еще отвечать на эти вопросы, рассказать некоторые случаи. О проблемах тоже мы постараемся тоже освещать. В будущем мы, создавая этот отдел, планировали проводить конференции с родителями, с подростками, в частности с матерями, да, с матерями, чтобы они понимали не только, конечно, это ясно, что мы находимся не на родине, то, что здесь совсем другое поведение и права, но это нужно еще немного с такими примерами, которыми обожглись некоторые из наших соотечественников, как бы пережить, узнать и стать как бы более просвещенный и защитить себя от таких вот, чтобы в случае, чтобы они не постигли ни их это знакомых. Так мы закончим наш сегодняшний эфир. Нам сообщает, что он уже больше часа продлился. Мы благодарим всех, кто смотрел нас сегодня, тех, кто пришел сегодня сюда задать нам вопросы и послушать нас, всех тех организаторов, которые трудятся в этой работе. Подписывайтесь, да, на наши каналы, на наши соцсети, следите за нами, рассказывайте о нас, поддерживайте нас. Нам нужно развивать наше общество. И это вся работа сегодняшняя, которую мы выполняем, она наша инициативная, в наше время, которое мы инвестируем. И чем больше у нас будет поддержки, как специалистов, да, так и численностью, то мы сможем больше достичь решения наших проблем в жизни, повседневной жизни в Европе. Тебе спасибо большое, Аза, что взялась за такую сложную работу. Пусть Аллах поможет нам. Субханак Аллахумма ва бихамдик. Астагфирука. Оставишь видео описание. Номер описания оставим, в комментарии оставим. Ассаламу алейкум.